Пока не стемнело, сейчас покажу улов сегодняшний. Ну, вот такие щуки. Ну и итоги дня сегодняшнего похода. Сейчас посмотрим, сколько времени. Вот уложились мы. Пока не стемнело, сейчас покажу улов сегодняшний. Ну, вот такие щуки. Вот, хороший для ухи, для жарки. Это самый крупный на сегодня. Ну, сантиметров 50, наверное. С рыбой во рту, в пасти, блин. О, еле плотва в зубах. Ну да, сантиметров 50. Это поменьше. Тоже хвост. Без хвоста. Ну и четвертый. Вот, стандарт. Это на уху пойдет сегодня. Там еще пару плотвы попалось. Я не знаю, как они 32 ячея, 32, 35 и умудряются как-то попадают. И к ним подходит вот эта щука. Вон какие они. Убитые. Еле эта щука дербанит. Но это я принес для собак. Может, они придут еще. Я им оставлю. Они голодные бегают. Вчера появлялись, сегодня я еще не видел. Вот. Ну, примерно так. И на уху хватит, и домой я везу. Так что все четко. Костер горит. Смолистые доски. Красота. Сегодня заморозки, наверное, будут. Вообще такой штиль на улице. Пар. Прям чувствуется прохлада. А после заморозков, после первых заморозков обычно дожди начинаются. Посмотрим. Так, с северной стороны там тучи еще есть. Печка дымит вон. Ладно, сейчас закипит чайник, и я буду варить уху. Сперва почищу рыбу. Дровышки заготовил, на ночь нам хватит. Сейчас надо готовить по-быстрому ужин.
грибишки-то, смотри. Щука, окунь. Все, в принципе, ништяк. Рыбешки плавают. Ну вот. Ужин готов. Ой. Ужин готов, будем ужинать. На ужин сварили свежевыловленную рыбу. Окунь и щука. Ого, горячо. Вот. Сюда еще добавлю сливочное масло. Кто как, но мы коми народ добавляем сливочное масло. Сливочное масло добавляем в уху, добавляем, когда грибной суп, свежие грибы, когда собираем, вот такой грибной суп всегда, постоянно, лично в нашей семье, вот всегда с маслом грибы ели. Сметана, майонез это... В принципе, с майонезом тоже хорошо, но все мы разные. Кто как любит. Кто-то со сметаной грибы любит, кто-то с майонезом. Я летом вот
И с маслом, и с майонезом ел. Очень вкусно. Ну и итоги дня сегодняшнего похода. Сейчас посмотрим, сколько времени. Вот уложились мы 19 часов 24 минуты. Вот такое время. Только я сел ужинать. Встал 4 часа. Будильник прозвонил 4 часа. Ну, где-то в 5, наверное, вышли. Вот в 5 вечера пришли домой в избушку. Целый день бродили. Добыли нормально сегодня рябчиков. Я вам скажу, хорошая охота у меня была. Лису видел вот здесь недалеко от избы. Медведь или... Но думаю, там вот медведя, там шерсть, вот этот мех я снимаю, там буквально отошел. Ну не знаю, там звук, хруст этих сучьев, ломота, не знаю. У меня, я не помню даже, камера включенная была или нет. Я в шоковом состоянии там был. Вот первые моменты, когда вот как будто, ну, когда лось, скажем, или же еще какое-то крупное животное бежит, хруст такой вот, шум. И вот буквально там я комментирую про медведя, там снимаю там, где как следы жизнь медведя там. И вот такой хруст. У меня вот моментально такой вот, честно, я испугался. То я зашел через свой страх. Я зашел, любопытство мое, блин, все время тянет на всякие разные приключения. И зашел, но только следы лося я видел. Обычно медведи тоже втихаря они убегают. Не звук так и не скажу, что они там рычат, кричат. Они тихоря убегают. Потому что были ситуации, когда возле меня там 70 метров 5 медведей бежали. 70 метров от меня. Даже ближе, думаю. 5 штук их было. Я в руках, у меня оружия ничего не было. У меня только удочка в руках. Ни хруста, ни, как сказать, ни тишина, никакого рева нету от них. Убегают, просто бегут и еще. Тоже страшно было, честно. Сегодня тоже, хоть ружье у меня север. Я знаю, что север у меня бьет с пулей фиг знает куда. Выше идет пуля. Мама, не горюй. Не уверен в своем оружии с пулей. А с мелкашкой, пожалуйста. Были промахи. Смешные промахи были. Ну, вроде все снимал, как было. Один момент был там, промахнулся, 70 метров было. Примерно. Просто я издалека уже давненько не стрелял, там надо по-новому пострелять, просто вот в банку пострелять. 70, 50, 100 метров просто пострелять, чтобы привыкнуть. Ну вот промазал. Второй случай промазал 5 метров. Одного рябчика потерял. Вроде одного. Один вот здесь на повороте. Он улетел. Второго кое-как нашел. Но, блин, там такое место вот. Я тоже вот снимал, как все березы. И знаете, вот самое интересное для меня, вот как охотника, в таких местах, конечно же, обитают в основном лоси. Вот, скажем, вот рябина, кусты, рябины, ельник. В основном укрытие сверху. Они как-то вот все равно в ельнике в основном живут. Лоси. А вот
там живет медведь. Именно вот живет. Уже видно, что с лета он там живет. Там и черника вроде была, и летом он чернику ел. А сейчас вот к осени он уже перешел на рябину. И там рябины море. Там тихое место, там безлюдно, там людей нету. Но один охотник пройдет и все, как я. Техника там не ездит. И там благодать для него. Ух, блин, так подумаешь. Все равно, вроде они, знаешь, сейчас на человека внимания не обращают. Потому что они не голодные, они сейчас до такой степени уже жирные, я думаю. Я не охотник на медведя, но так думаю, потому что вот корма для них навалом. Они на людей, я думаю, не нападут. А вот все равно вот ты вот идешь, и, скажем, если небольшое расстояние, не то расстояние, когда ты на машине едешь и увидел кого медведя, животного, этого зверя. Это не то. А вот именно вот ты идешь там и за коряги там буквально там рядом, не буду загадывать, ну нахрен. И поднимут голову там, поднимет голову, и вот такие встречи врасплох, да, блин, вот реально может человек испугаться. Паника у него может быть. У меня сегодня хруст, но знаете, сердцебиение какое у меня было? Если я знал, что вот там лось, ну, блин, лось, это как-то... Он тоже крупное животное, может и запросто тебя задавить. Но вот, блин, если там медведь, вот у меня адреналин действительно там, кровь циркулировала. Вот такие моменты вот запоминаешь там, и уже через какое-то время будешь перерассказывать там, вот что было, как было там. Встречи разные бывают там. Обычные встречи с лисой. Как котенок, блин, небольшой, вот в этом году он родился там. Бегает туда-сюда. Мышей ловит. Сейчас я прикрою дверь. Немножко щель оставил еще. Вот. Так что, ребят, если есть дичь, будет охота. Буду показывать, будет стрельба, все будет. А если, как в эти годы, что вот прошли вот эти голодные годы, вот вообще дичи не было. Ничего не настреляешь. Хоть ты собакой, хоть ты за 100 тысяч лайку купи. Охоты не будет. Потому что нету дичи. А в этом году есть. Глухаря ведь видел, я там рассказывал. Там. Одного глухаря еще видел. Рябчики и глухаря. Что еще, думаю, видел, да. Так что привыкайте к моему каналу. И, как сказать, я показываю реальность. Если есть, показываю, кто там бежит, летит. Если нету, мне нечего показывать. Поэтому у меня в основном в эти годы были только вот бытовуха, так скажем, таежная бытовуха. Стараюсь как могу. В прошлом году, будь здоров, мы тоже прошли, вот с собаками искали. Мама не говорю, искали, сколько километров мы прошагали. А стрелять было некого. Там были штучные экземплярчики, вот эти глухари, которые позапрошлом году еще оставались. Те же самые. Выводков вообще не было, вообще. А в этом году рябчиков бери не хочу.
Если завтра я, вот, скажем, с утра я выйду вот за избушку, вот опушка леса, тут 4 рябчика, вот за моей избой, буквально там прошел 20 метров, свисти и стреляй. 4 рябчика вот тут у меня. Сегодня достаточно тоже видел рябчиков. Это зависит от кормовой базы. Если хороший корм, птица, звери есть. Если нету, они мигрируют, просто уходят. Особенно косачи, тетерки. Если вот листва выпадет, если хорошие почки, именно вот для них, вот именно вот какие-то особые вот почки, вот не просто вот маленькие, а длинные вот такие. Раньше их вот серги или как называется. Раньше вот было вот березы вот с такими почками. Сейчас вот уже, блин, лет 5, наверное, может и дольше, вот такой нету. И на зиму косачи у нас не останавливаются. Просто улетают и в другие области, где вот показывают охоту, там всякое разное видео, там где море, птицы. И мне потом пишут: Олег, ничего не стреляешь, не добываешь. А добывать нечего. Были вот года. Не знаю, что в эту зиму будет. Да и не просто так их добывать. Одно, что вот есть, но и в то же время надо для этого, скажем, для зимней охоты время на эту охоту. Стрельба меткая, чтобы была. Тоже промах и будь здоров. И карабин вам не поможет, хоть какой карабин, хоть какая оптика. Если не умеешь стрелять, бесполезно. У меня ложь, хороший карабин. Но в дичь стреляю, вот показывал видео, мажу там. В банку стрельну, попаду, а в птицу стреляю, не попадаю. Что поделаешь. Так что, как будет, все буду снимать. Не волнуйтесь. Да и пора, наверное, заканчивать. Вроде вкратце рассказал, что как было сегодня. По километражу сколько прошел, не могу сказать, но устал. Не меньше 20 прошел. Возле ручья там, блядь, туда-сюда, лишние 3 километра примерно вот я, как сказать, прошел. Сперва думал в тайгу, там назад пошел, потом в тайгу, 1,5 километра примерно вот. И что-то в голове, сразу навигатор надо не забыть, на завтра навигатор вытащить. И лишние вот эти километражи. Но я не жалею вообще ни копеечки, ни капельки-то есть. Ни капельки не жалею, да. Что вот там потерял время, а здесь потерял. Промахнулся, я не жалею. Пусть летает птица. Земля круглая, рано или поздно встретимся. Это вопрос времени. Вот. Ну что, все, наверное. Встретимся завтра, ребят. Посмотрим, какой будет день завтра. Рыбу еще мы наловили сегодня. 4 щучки. Да хорошие щуки. Мелочь это вот такие щуки, если. А это уже 40-50 сантиметров, это нормальная щука. Вот, и самый вкусный суп получается от таких щук. Посмотрим, что завтра будет. Завтра в планах еще сходить. Рябчиков будем манить, добывать. И сети
возьмем. Жалко, что налим не попался. Сети соберу и поедем домой. Вот такие планы у меня. Если дождя не будет, если дождь будет, все планы быстро поменяются. А сегодня все, я буду ужинать и отдыхать. Организм надо отдохнуть. Ногам особенно. Все, до завтра. Вкуснауха. Действительно, много раз уже писали, сюда 50 грамм не помешает. Обалдеть. Вот свежая рыба есть свежая рыба. Вкус рыбы, во.